Человек, как неотъемлемая часть окружающего мира, должен жить в гармонии с самим собой и особенно с природой, где каждый ее элемент взаимосвязан, образуя систему, и потому любое изменение привычного русла вносит значительные и порой непоправимые коррективы вплоть до глобальных масштабов. Подобно можно сказать и о положительной динамике, которая в данный момент наметилась в черте Малгобека. Здесь, после многих лет ожидания, наконец готовы ликвидировать городскую свалку. Свалка очень старая, со времен СССР, наверное, уже действует. Довольно до 2017 года здесь уже активно размещались отходы. На тот момент мы взяли на контроль эту свалку для того, чтобы отходы постоянно фиксировали машины, которые заезжали, штрафовали, проводили эту работу. Помимо этого и непосредственно с главой республики обсуждали вопрос о том, что не допускается размещать вот эти отходы на этой свалке. Уже тогда мы решили его включить в национальный проект. За последние годы ситуация относительно стабилизировалась, границы свалки не расширяются, объемы мусора не увеличиваются. Более того, пропал неприятный запах, характерный для подобных мест. Окружающая природа потихоньку приходит в норму, растет трава и летают птицы. В Министерстве экологии и природных ресурсов связывают такую динамику с ответственностью местных жителей, которые предприняли ряд очень важных мер. Хочется отдать дань уважения населению, потому что, да, конечно, мы запрещали эксплуатировать свалку, но свалка далеко от Магаса расположена, и каждый день сюда приезжать инспекторы не могли. Единственное, что люди собрались здесь как-то против того, чтобы размещали отходы на этой свалке. Люди вот буквально живут в 300 метрах от этой свалки, окопали участок и взяли на себя контроль этой свалки, чтобы сюда ничего не размещалось. И с 2017 года, благодаря вот как раз жителям, здесь ничего не размещается. Мы видим сейчас, в принципе, отходы, на отходах уже выросла трава. Ликвидация свалки с многолетней историей предполагает затрачивание огромного количества ресурсов и времени, однако в рамках нацпроекта федеральный бюджет покрывает 95% расходов, оплачиваемых опытному подрядчику. Перечень работ, предусмотренных контрактом, весьма внушительный. Сюда входит даже газоотвод вредных испарений. Прямо на данный момент решается вопрос о передаче земельного участка. Вот мы видим тут геодезисты, они определяют репера, где по проектированию проходит участок, мы будем передавать уже непосредственно исполнителю работ. Помимо этого решается вопрос об электроснабжении объекта, об установке камер видеонаблюдения с постоянным контролем. Также установка баннеров о том, что это в рамках национального проекта экологии будет осуществляться. И с сентября месяца непосредственно сами работы начнутся после вот этой подготовки. Теперь остается ждать, когда природа оправится от последствий пагубного влияния человека. Хаджимурат Плиев, Магомед Нагиев, Найт Сючоев, Вести Ингушетия.